Все строго с соблюдением эпидемиологических мер. С утра на участке 514 успели проголосовать больше 300 человек. Это объясняется желанием граждан побыстрее закончить дела в последний рабочий день недели и встретить законные выходные. Многие говорят, что трехдневная система голосования, которая проходит впервые за всю историю выборов, облегчает процесс волеизъявления. Ма Кальянова от итогов избирательной кампании ждет улучшения качества жизни и решения задач, стоящих перед республикой. Участки голосовать не сокирен динасы хая башчада дуасынде сухи тирге голосовать шикач ачкасы харвар вавис анхетсу тяж хан дук хуцмыш хан демех дикчвагра дук школыш садикиш хос хам дук хос хам хадилат наха пейтху болыш. Это важное мероприятие политическое, и долг каждого гражданина прийти на свой избирательный участок, отдать свой голос за своего избранника. Парламент нас выбирает на 5 лет и определяет программу развития республики в законодательном порядке на эти 5 лет. Я думаю, интерес каждого гражданина и обязанность прийти и проголосовать и отдать свой голос. Я там вижу новые лица, я думаю, что будут определенные изменения именно в мышлении нашего парламента в положительную сторону. Помогут, подскажут и проведут. На участковой избирательной комиссии работают операторы и волонтеры, а за порядком и ходом выборов следят 2 общественных наблюдателя. Систему подсчета голосов автоматически ведут комплексы обработки избирательных бюллетеней. 2 КАИБа установили под обозрением камер видеофиксации. Голосующих на участке много. Члены избирательной комиссии принимают граждан строго по спискам. Каждый участник подходит. У нас, вот, как вы видите, есть списки. Мы ищем участника, отдаем бюллетени. В этом году у нас 3 бюллетеня. И также ручки одноразовые. По списку включенных избирателей 1624 человека. Сегодня, как мы знаем, пятничный день, поэтому с утра было достаточно большое количество. И после пятничной молитвы тоже ожидаем. Но специально, чтобы вот это столпотворение не было, выборы рассчитаны на 3 дня. Сегодня, завтра и послезавтра. Явка обычно на нашем участке бывает очень хорошая. В нашем селе, да, считают, что это очень важная вещь, гражданская ответственность, что каждый должен прийти, да, приходят с семьями, и старики приходят, и взрослые приходят. Но при необходимости, при желании мы принимаем заявление. Любой приходящий может передать, чтобы проголосовали на дому. Вот все 3 дня мы можем пойти на дом и дать им такую возможность проголосовать на дому. По Малгобекскому району предварительная организационная работа выполнена в полном объеме. Все избирательные участки на вчерашний день были 100% готовы к выборам с учетом ковидных ограничений. Вчера глава проверил участки, замечаний организации работы нет. В 8 часов утра по Малгобекскому району открылись 23 избирательных участка. Везде идет плановая работа. Комфортные условия для голосования созданы, опять же, с учетом ковидных ограничений. В праздничной атмосфере под звуки зажигательных нот проходит первый день голосования на избирательном участке во 2-м микрорайоне Малгобека. Отдать свой голос пришел и Алиц из Киев. Дедушка, несмотря на преклонный возраст и плохое самочувствие, всегда выполняет свой гражданский долг. شايبقوا يجي خي شو صلاح شاش طول ده يوضع قدشه خل بيزوي باش تويل عاش ديزش خل يزوي سام لازم خل شيء تصنع تمار تكسر دمتي دريك دي غلط استفار سجع لازم خل يزوي دوغ لازم خل يزوي سجع أنا أشوف دوغ لازم حاجة ماركة ويقول دعوة دات каждый вот дикр вахавин хастас дикр вахани алче сегодня решается судьба нашей республики, кто будет нас представлять в парламенте, во-первых. Во-вторых, созданы хорошие условия, все понятно, только голосуй. Дал эту баху. Первому старейшине, который голосует на участке, вручают памятный подарок.
حين موجود واتجاه لرخا وهناك حاربان قشطة حوارا الله هو شداد موجود ماشي الخلي تروحوا موجود ماشي حتى وي تعقد وي خرج مش دولش خان اشت وي خوز عشاقيتا اشت خوز قشطة ساعات هذا وي ميحك برت خبولش وي باش حاج دقة خدولش إرزدوش غوز واخر خلد وي مسار من موجود ماشي الخيل ديال رياض خلهم حوارا بارك الله Если у одних большой опыт участия в важных политических событиях, то Ахмед Хазыев голосует впервые. Признается, немного волнительно и ответственно. Выбор уже сделан, молодому человеку преподнесли приятный презент. Надеюсь, еще в дальнейшем ты будешь голосовать, принимать активное участие. Вот сегодня именно явка хорошая. Вот сколько сейчас время? 12 часов, да, еще 12 нет, проголосовало 146. А всего избирателей в микрорайоне 583. Выборы – это всегда праздник, поэтому у нас сегодня была концертная программа. Первому проголосовавшему подарок и тем, кому исполнилось 18 лет, сегодня тоже подарок. Завтра ждете? Завтра, да, мы надеемся, тоже будет такая же явка. Мы еще до вечера ждем. Выборы двухуровневые. Голосовать жители республики будут за депутатов Государственной Думы России и регионального парламента. Самая высокая явка избирателей в Госдуму была зарегистрирована в 1995 году. Тогда в голосовании приняли участие 64,76% избирателей. Итоги голосования на выборах в Госдуму будут подведены не позднее 22 сентября. По партийным спискам не позднее 3 октября. Выборы в этом году проходят 3 дня, поэтому каждый избиратель сможет прийти на свой территориальный участок и сделать выбор в пользу того или иного кандидата. Ну а все УИКи республики работают с 8 утра до 8 вечера. Рина Сычоева, Магомед Аскиев, Новости 24.